В мире существует только два памятника любви и верности. Это один из них находится в Тадж-Махал, находится в Индии, а второй находится здесь, в Джамбулской области, называется Айша-Биби. Айша-Биби – легенда Великой Степи. Могучий тюркский каганат распался, и настали времена распри и воинов среди племен и кланов. Народ терял надежду на мир, и единственное, чего они просили у Бога, это сына, который объединит всех, и этим батыром станет сын хана Сатук-Бугры. Перед смертью хан Сатук-Бугры дал наставление своему сыну: «Сын мой, когда ты унаследуешь трон, помни, что цель не властвовать народом, а заботиться о счастье народа». Вскоре хан Сатук-Бугра умер, но его сын не спешил садиться на трон, а хотел это сделать после того, как проведет все обряды и похороны своего отца. Лучший друг был не согласен с решением нового хана, ведь на трон нужно садиться уже сейчас. Тогда новый хан объяснил, что его отец дал ему наставление о том, что главная цель хана – это заботиться о счастье народа, и он боится не справиться. Тогда лучший друг сказал: «Я знаю, что тебе нужно делать», и повел наследника трона в степь, где оставил его одного наедине со львом. Наследник трона одержал победу. В итоге лев сопровождал его всю оставшуюся жизнь. Вскоре лучший друг вернулся за ним со словами: «Мой хан, вы теперь наследник великого трона». Народ тоже принял нового хана и готов идти за ним в битву за землю, которую раньше отобрали у них. Новость о том, что хан Сатук-Бугра умер и теперь трон занял его сын, быстро разлетелись по всей степи, и теперь главные враги решительно настроились напасть. Но хан нисколько не испугался. Услышав эту новость, собрал весь народ воедино и ждал главных врагов, чтобы посмотреть, как они поступят. Пришел гонец Самани, главного врага, и передал весть о том, что ждет хана на переговоры в построенном шатре на границе. На переговоры Мансур-хан, главный враг, пришел вместе со своей дочерью, что очень расстроило хана, ведь это говорило о том, что Самани привез ее, чтобы она услужила ему, а это двуличие. Пока хан вел переговоры с главным врагом, дочь Мансур-хана разливала воду и незаметно втайне от своего отца Мансура передала записку хану. В записке хан прочел, что она хочет встретиться с ним в ущелье Арстан. Хан доверился дочери Мансур-хана и пришел навстречу. Дочь поведала, что зла на отца, ведь если бы он дорожил ей, то не привез услужить врагам. Хан влюбился в нее, и тогда они договорились, что как только закончится война, хан придет и обручится с ней. А если в битве нужно будет отрезать голову ее отца, он это сделает без сомнений. Как только хан Мансур узнал о содеянном ее дочери, приказал казнить ее. Ее дочь подалась в бегство, чтобы выжить. Конец первой части.